год был сложным для всей страны. Пандемия внесла свои коррективы не только в жизнь людей, но и в систему образования, в ее работу. Год действительно выдался непростым. Все учреждения образования региона с 17 марта по 23 мая перевели на дистанционный режим обучения. Школьники и студенты занимались дома, но и тут учителя и учащиеся столкнулись с трудностями от отсутствия у многих компьютеров и интернета. На помощь пришла национальная телерадиокомпания «Ингушетия». Каждый день на нашем ТВ вещали трансляцию занятий по всем предметам. Однако новый учебный год все же удалось начать в очном режиме, но с соблюдением ЭПИД-требований. Сложившаяся ситуация не повлияла на решение задач, поставленных перед системой образования в 2020 году. Реализация национальных проектов, открытие детских садов и открытие общеобразовательных учреждений, обеспечение бесплатного горячего питания и многое другое. Это является итогом совместной работы всего правительства Республики Ингушетия, педагогического сообщества, родителей, обучающихся, за что выражаю вам искреннюю благодарность. Одним из результатов реализации нацпроекта образования в прошлом году стало создание в сельских поселениях Ингушетии центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Их задача – формирование современных компетенций и навыков по предметным областям технологии и естественно-научного цикла, включая математику, информатику и основу безопасности жизнедеятельности. В 2019 году в республике открылись первые 17 центров. В 2020 году открыто еще 42 центра. Сегодня в точках роста свыше 9000 школьников осваивают программы дополнительного образования по инновационным направлениям. Более 1500 педагогов прошли курсовую подготовку по заявленным направлениям. Это позволило расширить диапазон познаний, использования современного оборудования, поступившего в школы нашей республики. С 2021 по 2023 года благодаря реализации национального проекта появится дополнительно 23 центра «Точка роста», в которых будут обучаться более 3500 учащихся. Также в 2023 году будет открыт Центр цифрового образования IT-клуб. Порядка 800 детей будут осваивать дополнительное образование по самым разным направлениям. А в 2022 году в нашем регионе появится первый центр для одаренных детей по аналогу образовательного центра «Сириус» в Сочи. Основные задачи центра – выявление способных и высокомотивированных детей и молодежи, в том числе координация, организация и проведение особо значимых мероприятий в области образования и науки, искусства и спорта. А с этого года в регионе заработала федеральная программа «Земский учитель», по которой единовременную денежную выплату в размере 1 миллиона рублей получат учителя, которые переехали для работы в села и малые города. В 2021 году к программе планируется привлечение 7 учителей. Важным событием для родителей и самих школьников стала бесплатная организация горячего питания для учеников младших классов. Все это по поручению президента, озвученного в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. В общей сложности бесплатное питание организовано для 36 тысяч учащихся начальных классов региона. Республика получила субсидию в объеме более 51 миллиона рублей из федерального бюджета. Поддержка от главы государства адресована не только младшеклашкам. Так, с 1 сентября прошлого года ввели спецдоплату учителям за классное руководство в размере 5000 рублей. Более того, отныне учителей младших классов будет готовить профильный СУС. В 2021 году создан педагогический колледж, который будет готовить квалифицированных специалистов для начальной школы, соответствующих современным требованиям федерального государственного образовательного стандарта. Данное направление будет сокращено практически во всех колледжах. То есть готовить педагогов, учителей начальной школы у нас будет одно учреждение. Несмотря на пандемию, в прошлом году было введено в эксплуатацию 10 образовательных учреждений с общей проектной мощностью 2564 ученических места, в том числе 6 детских садов и 4 школы. Право торжественно открыть школу предоставляется главе Республики Ингушетия Калиматову Махмуду Алиму Шариповичу и отличнику, прилежному ученику Исрафилу Божеву. Среди почетных гостей коллегии и зампред правительства региона Марьям Амриева, которая отметила, что образование играет ключевую роль в стратегии развития субъекта. Главная наша задача – это на сегодняшний день, об этом сегодня уже много говорили, я просто еще раз повторюсь, это качество. Те цифры, которые были озвучены в докладе, что мы фактически каждый месяц открываем школу, детский сад, а может быть даже и несколько. Каждый месяц. Если перекинуться на 20 лет назад, может на 30 тем более, то это фантастический результат. Это благодаря нацпроектам. Но мы сегодня можем сказать, что да, построили, да, создали материально-техническую базу,
Если сравнить, то потрясающие результаты, конечно, впечатляющие, скажем так, мягко говоря. Но сегодня уже стоят задачи, как это все работает и что у нас на выходе. В завершении коллегии министра образования и науки Ингушетии Эсет Бокова отметила, главная цель ведомства – дать высококачественное образование нашим учащимся и студентам. Основным направлением работы в текущем году, кроме выполнения задач нацпроекта образования, является достижение всех намеченных планов по повышению качества образования. Зелимхан Кулуев, Адам Далаков, Новости 24.